Так, ребята, сегодня ехал и какой-то звук появился. То есть никого не трогал. Вот, слышите? Блять, это просто жопа. Сейчас буду колесо снимать, смотреть, что там. И когда на кочках еду, там, блять, как будто колесо сейчас нахуй отстрельнет. Это, блядь, смотрите, что произошло, нахуй. Это что такое, блядь? У меня отвалилась стойка. Еще и домкрат сейчас упадет. Ребята, короче, вот такая херня непонятная. Вот этот колокольчик, я не знаю, как он должен крепиться вот туда. Но делать нечего. Домкрат вот этот, блядь, в любой момент упадет. Машину здесь оставить не могу. Эвакуатор. Ну, мне кажется, если я так ездил до этого, то как бы должно ездиться дальше. Ну, типа 5 километров доеду вот так по прямой. Мне по прямой осталось. То есть сейчас домкратом попробую обратно воткнуть и попробовать доехать. А там уже возле сервиса, до сервиса, и там уже будем смотреть, что делать с этой стойкой. Как она так, блядь. Так же не должна была она. То есть была бы большая кочка, нахуй, и вырвала бы ее, и все. Получается. Блядь, это просто какая-то жесть, смотри. Вот можно ли доехать, как думаете, до дома? Ну, типа, влево-вправо там. Влево-вправо шевелится. И, конечно, вперед-назад интересно. А на чем она там держится-то, блин? Ну, типа, на весу она стоит там. На весу, потому что пружина ее, она на пружине, получается, как-то держится. Короче, рискнул, поехал на этой, ну, с этой стойкой, которая вот это вырвала, это ее вроде, ну, на пружине там болтается. Шток до конца не дошел, то есть она висит фактически на пружине. Вот потихонечку буду ехать. Вот мне там около 10 километров проехать бы. Сейчас посмотрим. Сопровождающий у меня поможет. Стойку у него куплю контрактную. Ой-ой-ой, тормозить вообще нельзя. Тормозить вообще резко нельзя. Сразу уходит потихой. Ну-ка посмотрим. Что там? Что там? Вроде норм. Еще жара такая сегодня, 25 градусов. Ну вот, потихоньку едем. На каждой кочке, блин, звук такой страшный. У нас вот дорога вся в кочках. Вот по главной улице Лермонтова мы едем. Вроде тут не так много кочек. Я в шоке, как она могла оторваться-то это? Surprise, motherfucker! Кстати, эти стойки родные, они прошли 59 тысяч километров. И все. Получается, я здесь на плохих дорогах где-то проехал 15-20, да? 15 тысяч, что ли? 36 тысяч было. 25 тысяч, короче, проехал на плохих дорогах. И вот эти опоры, эта опора не выдержала. Сейчас я вот у Димы куплю его старые стойки. У него тоже примерно 50 тысяч пробег. Ну хотя бы опору оттуда сниму. Хотя бы там, возможно, там будет получше. Опора эта живая. И вообще пипец, короче. Ой-ой-ой. Тихо. Главное, блядь, не слети. Всем привет! Целую неделю я хотел поставить сюда, повысить машину. У нас в Якутске очень плохие дороги местами. И надо сделать так, чтобы клиренс хотя бы на 2 сантиметра был выше. Это прямо реально решает. Что-то руки не доходили. И вот машина сама захотела, чтобы я взялся своими руками,
грубо говоря, поднял ее. Но произошло то, чего никто, блядь, никогда не знает. Оторвалась опора верхней стойки. Я никогда такого не видел. Я просто ехал по дороге и какой-то звук, такой страшный звук. Думаешь, что такое? Вот, я вот рукой ее шевелю. Видно, да, не видно? Наверное, не видно. Но, в общем, эта стойка там, она оторвалась. Был звук вот такой. То есть она держится фактически держится на пружине. Вот. И заказал у ребят четкие проставочки. Сейчас мы их вскроем, посмотрим. Так. Так. Ага. У нас идут гайки. Сколько их тут? 6 гаек. А вот сами и проставки. Изготавливали неделю, по-моему, и отправили. Так, ну слушай, они цельные, то есть никаких там прорезей нету, ничего, то есть это очень хорошо, то есть это целый кусок металла. Так, здесь, конечно, какой-то вот наплыв или удар был, или что. Ну, вроде это не критично. Главное, чтобы была поверхность ровная. Так, а это у нас идут под задние. 2,5. Они рекомендовали 2, но я попросил сделать 2,5, потому что у нас дороги совсем... Ну, слушай, 2,5 это как бы нормально. Так, смотрим сейчас. Напоминаю, стойка сейчас у нас ну, как бы не в рабочем состоянии, она должна быть здесь торчать, этот с пимпочкой. Сейчас у нас сколько здесь? 70 миллиметров, грубо говоря. Но я точно знаю то, что она должна была быть поменьше. Потому что, как я уже говорил, чашка оторвалась, верхняя опора. Что вообще я никогда не видел на никаких машинах. Только на Nissan, блядь, впервые в жизни увидел. В общем, будем пробовать как-то это все сделать своими руками. Никогда в жизни я этого не делал. Никогда не думал, что мне придется это делать. Все говорят, что легко. Но смогу ли я это сделать за сколько-то времени? Сейчас... Минут 5-10 пятого, 4-5, 10 пятого. Вот первая проблема, то что домкратиком поддомкратили, да? Это вот штучка оторванная, то есть колесо, то есть пружина. Как ее вытаскивать-то? То есть сейчас мы сверху 3 болта открутим, а потом уже пружину, наверное, или колесо. Короче, посмотрим. В общем, как и говорили, действительно этот болт очень сложно открутить, как оказалось. Я даже не знаю. Я его пытаюсь крутить, тут все амортизирует, блин, короче, ударяешь молотком, тоже все амортизирует. Не выходит это, я вообще не понимаю, для чего шестигранник. Видимо, вот этот проворачивается болт. Короче, вот пока понять не могу. Тяну, не тянется. Какой-то, может, гайковерт, да, что-то такое. О, бля. 300 ньютон-метров. Короче, чтобы вот это вот вытащить, линочную, стабилизаторную, потребовалось дофига силы. Даже позвали слесаря другого гаража, чтобы он показал, как снимается. Пока мы там ходили, искали монтажку, он херакс открутил как-то. А мы тут вдвоечка пытались там силу прикладывали. Не знаем какую. Ну так, сейчас самое интересное будет, получается. Что будет? Пружина у нас вверх, это вниз. Пружина не стоит на месте, поэтому какие последствия, хер его знает, что будет. Так. Не идет. Пошел. Так, что? О! Качель? Или
не пошел? Не. Так. Надо покурить. Не надо. Вот это вот не дает, да? Ну, пружины же здесь. Может мы сверху снимем? Блять, что с ним там? Хватит нахуй. Обащ! Осторожно. Этот шланг сейчас порвешь. Нормально. Все упало. Все упало. Чего? Так, запомнить надо, как она тут была. Это верх, Без разницы. это низ. Вот, смотри. Теперь вот это вот надо как-то снять. А, давай-ка стойку Не, сейчас. вот эти вот, они сами будут. Короче, вот. Вырвала, который, да? Болт. Тут вот так она должна была быть. Это следствие того, что сюда вода затекает. Заржавела. И, собственно, ее обрезала. Давление в стойках, ну, равное, ну, что-то есть. Ну, не 0, конечно. Мы сейчас будем проверять, сколько. Контрактную купил. Одну стойку. Смотрим, сколько там. Тут резьба вон тоже вся съедена. За влаги. Крышки, короче, сюда надо обязательно ставить, чтобы вода не затекала. Сейчас вообще по нулям стойка. А вот сальник, да, порванный, нет? Ой, нихера. А сейчас сколько? 5 очков. Сейчас уже 5 очков, да? Ништяк. Все, поставили. Вот эту вот чашку от контрактной. Ну и как опору поставили. Сюда даванули 5 очков. 5 очков. Выдавить, не выдавить, но все равно это лучше, чем было. Там было 0, ничего не показывало по давлению. Сейчас будет чики-пики. Еще 8 лет можно ездить. Так, вот вторая стойка уже тоже готова. Тоже 5 очков туда дунули. То есть там было 0, сейчас хотя бы 5. Газ, который был там за 8 лет, вытек. Но посмотрим, насколько хватит этого. Ну, в принципе, тяжелая работа. Тяжелая. Сначала, короче, мучились вот эту вот шнягу поставить. Ну, шнягу, проставку поставить. Нужно было там попасть эти в пазы туда-сюда. Блин, короче, никак не попадешь. Мучились. И вот простое решение. Просто приклеиваем. И все, и дальше туда. Ну, легче, короче. Потому что когда ставим, она, эта штука играет. Сложно это прицелиться. Без опыта, если. Так, ребята, важная информация. Смотрите, видите эти резцы? Как диск, да? Ну, то есть это проточило их. А все почему? А все потому, что колодки, как оказалось, то есть я этого не знал. И в принципе никто. Тут есть такая маленькая выебина. Она засоряется. Это специально, видимо, для этого, чтобы сюда шлам попадал. А этот песок, получается, трамбуется здесь. И как резак становится. И начинает это колодки уничтожать всякое разное. То есть его надо периодически чистить по-любому. О, видите, да? Почистил. Шлама нету. И все, вот так она должна быть. Если бы я сразу сделал, как машина приехала, у меня бы не было бы вот такой, извиняюсь за выражение, пропилов. По идее, диск надо восстанавливать, но я этого делать не буду. Ну, типа, пока колодки, ну, вообще, можно сказать, нулячие. Хотя, что это? Ну, нормально. Вот, короче, ребята, обязательно чистите. Иначе будет вот такая вот херня. Все, поставили задний
Получается проставку на 2,5 зашел как надо. Но правда, блин, никто не говорил, что надо, оказывается, 2 домкрата. Потому что эту стойку и с той стороны надо открутить. Ключ здесь на 16, там с той стороны на 16. И еще надо, блин, какой-то ключик, чтобы держать само штатив, ну, короче, вот эту, такой маленький, типа гаечного, типа разводного ключа нужен, короче. Фу, короче, тяжелая работа. То есть 2 домкрата там пришлось одалживать. То есть поднимать с той стороны. Ну, короче, блин, тормозные шланги чуть не порвал. В общем, лучше делать на подъемнике. Что-то мы слишком жесткие проставки поставили, что ли. Тут вообще так много места. Да, шучу. Сейчас посмотрим. Не смешно! Так, прошло 6 часов, поставили, все. В итоге стало 74 с чем-то. Ну, будем считать, что 74 ровно. Прикиньте, на 4 сантиметра увеличился клиренс. Ну, наверное, я так думаю. Потому что, а как еще? От пола уже считаем. Ну, 74, плюс 4 сантиметра. Хотя проставки были на 2,5. В круг поставили за 6 часов. Без чего-либо там. Ну, без подъемника. Своими силами. То есть без опыта, как оказалось, возможно. Но, наверное, какие-нибудь профессионалы сделали бы за час. Наверное. Ну, в общем, мне понравилось. Этот опыт классный. Тем более мы прокачали стойки. Вернее, добавили туда по 5 очков с каждой стороны. Но задний не стал. Перед обязательно. Потому что уже что-то как-то было не очень. Ладно. Всем удачи, всем пока. Йоу. Эмоциональный экстаз, устроим дебош. Мои желания рвутся наружу. Потушим ад, развеем стужу. Коррумпированный мир, да алчные взгляды. И вместо победы мольбы о пощаде отменили эсэр. Жалкое зрелище, и мы этому не рады. Выпустим псов, направим на скот. Слабый духом падет. Лишь выпустим мы лидера машину. Бабки и трупов сразу пойдут. В масках они